Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, здравствуйте, дорогие соотечественники. Выступить сегодня меня побудило такое, я бы сказал, очень значимое событие. Президент Бердымухамедов на заседании Халк Маслихаты объявил о том, что он устал, он хочет уйти и пора дать дорогу молодым. Я очень быстро связался со своими знакомыми, которых я знаю в Туркменистане, и спросил у них по этому поводу. И вы знаете, почти все они узнали это от меня. То есть это говорит о том, что как в Туркмении смотрят передачу «Ватан» и вообще туркменское телевидение. Они этого не знали, но зато вся оппозиционная лужайка, забурлила. И начались различного рода выдвижения кандидатов. Уже все так рассуждают, говорят о том, что все дело в шляпе, в Туркмении демократия. Осталось только выдвинуть кандидатов и проголосовать. Я хочу что сказать дорогим кандидатам в президенты. И также, чтобы весь народ знал, вы не проходите по цензу оседлости. Даже если в Туркмении наступили бы демократические перемены, наличие тех законов о выборах, о президенте, эти юридические нормы не позволили почти всем вам баллотироваться в кандидаты. Там есть один пункт. Президентом может стать человек, проживший и проработавший последние 15 лет. Даже просто прожить недостаточно. То есть вы должны еще плодотворно работать на благо общества. Неважно там, чиновник вы, или просто простой рабочий, или предприниматель. Факт того, что вы обычный законопослушный гражданин. И вы самовыдвинулись, или вас избрала какая-то инициативная группа. Так что в этом плане вы, даже если что Туркмения стала вдруг демократической, вы бы не смогли пройти по этому. Это называется ценз оседлости. Далее. Многие выдвигаются там, себя мнят уже кандидатами в президенты. К этому нужно подходить довольно-таки серьезно. У каждого кандидата должна быть своя программа. У меня вопрос. У вас есть программа? Вы ее выставили? Про это почему-то никто ничего не говорит. И народ даже не интересуется, что самое главное выдвинуть. А что человек собирается делать? То есть это говорит о том, что народ абсолютно не подготовлен даже к демократическим выборам. То есть им не важно, с чем этот человек идет на выборы, на избрание президентом. Главное, чтобы человек был. А что он предлагает, что он собирается делать? В-третьих, дело все в том, что выбирать человека, у которого нет своей команды, это тоже абсурд. Вы выбираете одиночку. Или он начнет ставить на посты, на всякие должности людей, которые вам не знакомы, но знакомы ему. То есть он начнет выбирать своих друзей, родственников. Мы это уже проходили. А что такое программа? Это комплекс мер того, что он собирается делать в качестве президента поэтапно. Что такое команда? Команда – это его единомышленники, которые знают
про его программу все, согласны с ним абсолютно во всем, это согласованное коллективное решение, это коллективный программный документ. То есть они все расписались, и они все согласны это реализовывать в случае избрания этого человека. Где каждый в этой команде знает, кем он будет и чем он будет заниматься. Скажите мне, пожалуйста, вот вы все эти кандидаты, у вас есть такая команда? Причем это не просто хорошие люди. Как говорил Рокфеллер, у него висела в его офисе такая, как сказать, девиз: «Мне не нужны хорошие люди, мне нужны хорошие работники». Или у многих команды это просто хорошие люди, с отсутствием какого-либо профильного хорошего образования. Мне просто интересно, вот у этих кандидатов, у них есть экономисты, причем не такого уровня Туркмен оба хызмат совда, а макроэкономисты. У вас есть финансисты, которые глобально и по большому счету понимают в финансах, как работает финансовая система. У вас есть толковые военные, силовики. У вас есть толковый медик с административными навыками, который сможет возглавить Минздрав. Я очень сильно сомневаюсь, что они у вас есть. Поэтому я и говорю, что выбирать вас, это абсолютная утопия. Никто из вас за годы проживания на Западе, за время, что вы себя нарекли оппозиционерами, даже не пытался создать команду. Ни у кого у вас нет команды. Абсолютно ни у кого. Если оно так, то покажите народу, не мне, покажите народу, что у вас есть команда. Поэтому я задаю совершенно не провокационный, не называйте меня провокатором, я задаю совершенно резонный вопрос. У кого из вас есть программа? Это даже если убрать то, что у вас нет ценза оседлости. Почему эти вопросы? Потому что не думайте, что ваш электорат это сплошь безграмотные, безмозглые люди. Нет. Очень много людей, я общаюсь с людьми, с молодежью, которые задаются, и которые, вот то, что я сейчас вам рассказываю, эти люди в Туркмении, это молодежь 30 лет, которым 30 лет, 21, 28, они у меня спрашивают, у этих кандидатов есть вот это? Так что вы не думайте, что народ там такие дурни, что они так и не будут задаваться этими вопросами. А если даже и слегонца вас выберут, в конце концов, вам в грубой форме эти вопросы зададут. Поэтому прежде чем баллотироваться, создайте хотя бы элементарно команду единомышленников. Причем команда думающих единомышленников, а не так голосующих за все, что вы скажете. То есть вы у них какой-то гуру, да, сенсей, знаете все, что будет и как, а они просто, голосуют как табло. Вот такие у меня, например, вопросы. Мне также интересно, что один из лидеров 3 года назад говорил о таких идеалах, как парламентская республика, а сейчас кандидаты в президенты. Я понимаю, да, что президентом оно, конечно, лучше. Президентом оно гораздо лучше, чем быть премьер-министром на 4 года. Теперь же о прогнозе
Бердымухамедов всегда станет президентом. Эти выборы — это обычная попытка придать легитимность о том, что у них демократия, что все выбрано демократически. На самом деле это явление называется кооптация. То есть, когда человека протаскивает, минуя настоящие выборы. Когда-то, будучи еще студентом, меня вот таким образом сделали заместителем секретаря комитета комсомола факультета по трудовым вопросам. То есть моего предшественника выбрали на принципах демократического централизма путем голосования. Он не справился, выбирал, весь факультет. Ну и чтобы меня обратно выбрать, как говорится, не было такой надобности собирать весь факультет экономический. Поэтому меня, как говорится, узким кругом выбрали. Вот то же самое и Сердара. Выбирает узким кругом. Это называется кооптация. И я могу сказать одно, что даже если все у нас были бы настоящие демократические выборы, я могу сказать, что этот кандидат более предпочтительный. Хотя бы потому, что, во-первых, он образованнее многих, он просто молчит, много не разговаривает, но это самые действенные, самые реальные люди, потому что у моего народа есть поговорка: кто говорит, тот не делает, а кто делает, тот никогда не говорит. И у него есть команда, да, он ее будет менять. Со временем он ее поменяет, но она у него есть, готовая. И силовой блок, и экономический, и области народного хозяйства, и финансов, у него все это есть. Другой вопрос, что все эти структуры работают на их интересы, а не на интересы народа. Но у него они есть. А у всех остальных кандидатов даже этого нету. Поэтому говорить об интересах народа, по меньшей мере, бессмысленно. Просто бессмысленно. И это все очень печально. Оппозиция, так называемая, за годы существования находится в потемках, в блужданиях, элементарно даже не может забыть распри, как дети в 3-4 классе, не может даже консолидироваться в этом вопросе. Каждый мнит себя гением, каждый мнит себя лидером, каждый мнит себя президентом. И вот этот президентопат, он лишний раз показывает. Мне просто интересно, кто из этих кандидатов реальный экономист. У них какой есть базис? Как они собираются выстраивать отношения с международным миром? Но самое главное, как они собираются выстраивать отношения со своим народом? Или будем раздавать популистские обещания? Мы то сделаем, мы это сделаем. Вот! Вы что сможете сделать? Для этого просто нет экономических предпосылок. Просто их нету. Все деньги на Западе, казна пустая. Есть только один вариант – доить дальше. Любой новоиспеченный президент, он просто продолжит эту тактику. Вот все, что я хотел сказать. Как ни говори, но все это очень печально. Печально, что у нас такая власть. Но еще больше печально, что у нас еще более худшая оппозиция. Нет конструктивных предложений,
нет реальных мыслей, нет действительно людей с харизмой, с интеллектом, которые просто знают, что делать, как быть. Есть популисты. И, увы, вот этого в Туркмении как грязи. И за пределами. Не хочу ехидничать, не хочу ерничать. Ну, я просто поставил вопросы, которые, ну, все равно вас призовут к ответу. Рано или поздно народ дойдет и до этого. То есть они додумаются, ну а что дальше? И я еще хочу сказать, что также некоторые призывают голосовать в Ютубе, в ИМО, в Телеграм-канале. Вот мы это покажем международному сообществу, чтобы люди, чтобы эти все международные институты поняли, что нет никаких демократических выборов. Да они знают это все. Они без вас знают, что там нет демократических выборов. Вы просто... Это огромная бюрократическая машина, им нужны факты. Что вы сможете предоставить? YouTube голосование? Голосование в ИМО? Что, вот это? А эта власть предоставит протоколы избирательные, подсчеты, и скажет, что у нас все в полном составе. Выборы состоялись. Да, за границей есть 500 тысяч, это... Они не явились, и я больше чем уверен, что никто не явится в посольство голосовать. Даже против этого Сердара, за кого угодно, никто не придет. Я хочу всем напомнить эту историю про паспорта. Как Мурат Хыдыров, 12 человек сказал, никто не придет в посольство голосовать. Понимаете? Ну, никто не придет. Ни в Турции. На Кипре вообще нет. То есть Кипр это сразу... Скажите, кто... Вот есть у нас в Турции есть консульство в Стамбуле и в Анкаре. Кто поедет из Анталии или откуда-то с другого края в Анкару или в Стамбул, чтобы голосовать? У меня знакомый, да, он в Ялово живет. Я говорю, ты поплывешь, я говорю, в Стамбул? Говорю, да нафиг нужно деньги тратить. Вот и все. Вот и ваше YouTube голосование ему. И они скажут, что у нас все прошло в штатном режиме. У них будут документы. А ваши эти YouTube голосования, это ничего не значит. Это просто виртуальные. А виртуальные это нереальные. А вот у них реальные. Бюллетени, будут наблюдатели. Ну, конечно, не из западных стран. Я просто был в 2017 году на выборах. Я знаю, как это делается. У них куча наблюдателей из стран СНГ, и которые все подтвердят, что было демократично. ОБСЕ, ООН – это огромная бюрократическая машина. Там смотрят только на факты, на официальные документы, на бумаги, на все. А у вас что? YouTube голосование? Телеграм-чат голосование? Голосование в ИМО? Не смешите мои тапки. Всем добра. И самое главное мое пожелание к народу Туркменистана: задумайтесь, за кого вы газуете, кому вы хотите отдать страну, и что они вам предлагают, и самое главное, каким образом. Не надо виртуально голосовать. Самое действенное, я думаю, просто прийти на избирательные участки, дай бог, чтобы побольше людей из Туркмении услышали, и просто проголосовать против Бердымухамедова. За кого угодно. Это так называемое умное голосование Навального. И оно, кстати говоря, очень хорошо сработало в некоторых регионах.
Реально они, конечно, нарисуют то количество, которое им надо, но всегда Бердымухамедов будет знать, что он не нравится народу. Хотя бы ради этого. А все остальные YouTube голосования просто это сапоги в смятку. Включайте мозги, наконец. Это полезно. Это продлевает жизнь и молодость. Всем добра и всех благ.